Шохлапан бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 25-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На сегодняшнем занятии мы с вами выполним упражнение для того, чтобы закрепить наши навыки письма, чтения и произношения звуков на родном языке. И в конце пройдем правила чтения. Сегодня мы с вами будем осваивать чтение звуков ч, и ш. Давайте не будем откладывать и сразу приступим к занятию. Итак, начнем мы с переписывания. Давайте вспомним, как мы говорим переписывание на родном языке. Переписывание на абазинском языке акхвелхара. Акхвелхара. В этом слове мы встречаем несколько интересных звуков. В первую очередь мы видим звук х, выделенный желтым цветом. Мы пишем звук х как х твердый знак. Звук х, произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова шапка. Халпа. Халпа. Дальше мы встречаем звук в. Звук в пишется как г, палочка, в. Г, палочка, в. Давайте попробуем вспомнить, с помощью какого слова мы с вами запоминаем произношение звука в. Подумайте немного. Это слово мы встречаем с вами из урока в урок. Конечно, мы с вами запоминаем произношение звука в с помощью слова гнездо. Вяра. Вяра. И, наконец, в слове ахвелхара мы встречаем звук г. Звук г пишется как г-палочка. Г-палочка. Попробуйте вспомнить, с помощью какого слова мы с вами запоминаем произношение звука г. Звук г, конечно же, мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Гапн. Итак, приступим. Вот текст, начало текста, который мы с вами должны переписать. Значит, смотрите, план у нас сегодня такой. Мы этот текст переписываем. Значит, я сначала прочитаю 2 раза то, что написано на экране. Вы послушайте, попробуйте сопоставить то, как я произношу звуки, и то, что вы видите на экране. Потом вам нужно будет это переписать, потому что именно с помощью письма мы с вами можем легче всего запомнить правильное написание звуков. И в конце мы с вами вместе прочитаем то, что видим на экране. То есть, таким образом, попробуем задействовать все 3 вида памяти, которые для того, чтобы достичь максимального эффекта в нашем обучении. Итак, приступим. Мадина абхерта дайхт. Тчат. Мадина абхерта дайхт. Тчат. Сопоставили, да, то, что вы видите на экране, то с тем, как я произношу выделенные звуки. Теперь вы переписываете. Не спешите. Если кому-то нужно больше времени для переписывания, вы всегда можете нажать на паузу и остановить запись занятия и спокойно переписать. Пока вы переписываете, я обращу ваше внимание на выделенные звуки и попробуем с вами их запомнить. Итак, звук х мы запоминаем с помощью слова хапш. Х, хапш. Да? Дальше.
Звук мы запоминаем с помощью слова гапн. Гапн. Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова. Теперь давайте еще раз прочитаем все вместе то, что мы видим на экране. Мадина абхерта дайхт тчат. Мадина вернулась из школы. Она поела. Молодцы. Давайте теперь приступим к следующему, к продолжению этого текста. Уадыргана бзиелбауа ауарадко так трыздырвен лдерсква лчпат. Уадыргана бзиелбауа ауарадко так трыздырвен лдерсква лчпат. Потом послушала любимые песни и сделала домашнее задание. Значит, сейчас вы послушали то, как я произношу выделенные звуки, обратили на них внимание. Теперь давайте вы не спеша переписывайте то, что вы видите на экране, это предложение, да, и пока вы его переписываете, я пройдусь по выделенным звукам, для того, чтобы мы лишний раз на них остановились, и чтобы дальше, когда мы с вами будем встречать их в тексте, нам будет легко вспомнить, что это за буквы, как они произносятся. Уадырвяна, то есть потом, да, звук Г. Обратите внимание, как пишется звук Г. Г, палочка, В. Давайте я вам напомню, с помощью какого слова мы запоминаем произношение звука Г. Г, гора, гнездо. Уадырвяна, бзиелбауа, ауарадква. Ауарадква. Звук К мы встречаем в этом слове. Звук К пишется как К, В. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова крыша. К. К, крыша. Ауарадква переводится как песни. Песня в единственном числе уарад. Чтобы из этого существительного образовать существительное множественного числа, песни, мы прибавляем частицу ква. Ауарад, уарад песня, уарадква песни. Так, ауарадква так дрыздырвен лдерсква лчпат. Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Пишем мы этот звук как Т-палочку. Т, Т, да? Дальше мы встречаем звук К. Звук К мы пишем как К, палочка, В. К. Звук К, вспомните, да, с помощью какого слова мы запоминаем этот звук? С помощью слова онж. К, онж. Давайте вспомним, что такое онж. Это национальная мужская одежда, да, абазинская мужская одежда. И дальше в слове дрыздырвен звук дз мы встречаем. Видите, темно-красным, таким бордовым цветом выделены эти две буквы. Звук дз мы записываем как дз, а произносим как дз. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова вода. Дз. Думаю, достаточно времени у вас было для того, чтобы переписать внимательно. Теперь давайте перейдем к тому, прочитаем вместе это предложение. Я читаю, вы повторяете. Уадыргана бзиелбауа ауарадква так дрыздырвен лдерсква лчпат. Еще раз давайте потренируемся. Уадыргана бзиелбауа ауарадква так дрыздырвен лдерсква лчпат. Напомню вам перевод. Потом послушала любимые песни и сделала домашнее задание. Молодцы! Переходим к следующему слайду. Книга галахт. Авасал телефона ахвачат. Книга галахт.
Ауаса телефон ахвачат. Взяла в руки книгу, но зазвонил телефон. Теперь вы переписываете то, что видите на экране, для того, чтобы легче запомнить, звуки абазинского алфавита. Значит, а я пока пройдусь по выделенным звукам и напомню вам, с помощью каких слов мы запоминаем произношение этих звуков. Первый звук, который мы встречаем, это звук К. Пишется этот звук как К-палочка. К-палочка. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова корма. Корма, то есть калина. Дальше мы видим звук Г. Звук Г пишется как Г-палочка. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова весна. Гапн. Гапн. Дальше мы видим звук Хо. Хо. Как мы пишем этот звук? С помощью двух согласных. Х, В. Х, В образуют звук Хо. Произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова червь. Хуа. Хо, хуа. Звук Т выделен голубым. Мы записываем как Т-палочка, да? Т-палочка образует звук Т. Произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Т. Дальше в слове гахвачат, то есть зазвонил. В данном случае, когда мы говорим о телефоне, можем перевести это слово как гахвачат. Звук Х, обратите внимание, как он пишется. Х, палочка, В. Х, палочка, В образует звук Х. Х. С помощью слова трава мы запоминаем произношение этого звука. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. Видите, как легко. Предположим, вам нужно где-то записать слово, в котором есть звук Х. Вы уже не будете дважды задумываться о том, как пишется этот звук, потому что вы сразу вспомните слово трава. Х, хра. И никаких вопросов нет. Правильно? Вот именно с этой целью мы с вами из урока в урок повторяем одни и те же буквы, постараемся основательно запомнить, выстроить такой ассоциативный ряд с картинками, которые напоминают нам, как произносятся эти звуки. Все это мы делаем в надежде на то, что нам с вами легче будет запомнить буквы родного алфавита и, соответственно, легче будет пользоваться родным языком, читать и писать на нем. Разобрались со звуком Х, переходим к звуку Ч. Звук Ч пишется как Ч-В. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова постель. Чарта. Ч-чарта. Молодцы! Теперь давайте все вместе прочитаем это предложение. Книга галахт. Ауаса телефон гахвачат. Еще раз читаем. Книга галахт. Ауаса телефон гахвачат. Взяла в руки книгу, но зазвонил телефон. Двигаемся дальше. Ловюза аминати лари айчажет. Ловюза аминати лари айчажет. Она поговорила с подругой Аминат. Итак, теперь ваша задача переписать это предложение. А пока вы переписываете, я обращу ваше внимание на выделенные звуки и напомню вам слова, с помощью которых мы запоминаем произношение выделенных звуков. Ловюза, звук Г, выделен желтым цветом. Обратите внимание, как пишется звук Г. Г, палочка, В. Г. Ловюза. Звук Г мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. Г, вяра. В слове айчажет целых 3 интересных звука. Звук Ч, который пишется как Ч, В, мы его запоминаем с помощью слова постель. Ч-чарта. Звук Ж, который пишется как ЖВ, мы запоминаем с помощью слова корова. Ж. И звук Т, который пишется как Т-палочка, мы запоминаем с помощью слова сова. Т.
Молодцы. Теперь давайте мы с вами вместе прочитаем это предложение. Лövza aminatileri ayçajet. Lövza aminatileri ayçajet. Молодцы. Очень хорошо поработали. Теперь у нас еще одно предложение нас ждет. Ауат клапны яньяныз янгалд. Ауат клапны яньяныз янгалд. Они договорились встретиться вечером. Вот я прочитала вам это предложение. У вас была возможность сопоставить то, как я произношу звуки, с тем, как они пишутся. Теперь ваша задача переписать это предложение. Во время переписывания обращайте внимание на выделенные звуки, старайтесь их запомнить. А пока вы переписываете, я зачитаю выделенные звуки и попробую вам напомнить слова, с помощью которых мы запоминаем произношение этих звуков. Ауат клапны яньяныз янгалд. Звук х пишется как х, твердый знак в. Х, твердый знак в. Х, хар, то есть произношение звука х мы запоминаем с помощью слова гриб. Гриб это хар. Х, хар. В слове янгалд, то есть договорились, звук х пишется как г палочка, и мы запоминаем его с помощью слова весна. Гапн. И звук т пишется как т палочка, а запоминаем мы его с помощью слова сова. Т. Теперь давайте все вместе прочитаем это предложение. Ауат хлапны яньяныз янгалд. Ауат хлапны яньяныз янгалд. Они договорились встретиться вечером. Молодцы. Теперь наша задача какая? Мы сейчас с вами выучим слова, новые слова, которые нам встречались в этом тексте. Уарад – песня, взиелбит – она любит что-то, о вещи, да, ведется речь. Аздергра – слушать, аздергра – слушать. Уарад – песня, взиелбит – она любит. Аздергра – слушать. Аздергра – слушать. Значит, звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Звук Дз мы запоминаем с помощью слова вода. Дз. Звук Г мы запоминаем с помощью слова гнездо. Г. Гора. Уарад – песня. Взиелбит – она любит. Аздергра – слушать. Следующая группа слов. Дерс – домашнее задание. Хахура – брать, взять. Хачара – болтать. Хачара – болтать. Но если мы говорим о телефоне, хахачат, то тогда имеется в виду, что телефон зазвонил. Дерс – домашнее задание. Хахура – брать, взять. Хачара – болтать. Если мы говорим о телефоне хачат, то имеется в виду, что телефон зазвонил. Теперь смотрите, звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Звук Х мы запоминаем с помощью слова червь. Хуа. Звук Х мы запоминаем с помощью слова трава. Хра. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова постель. Чарта. Еще раз прочитаем. Дерс – домашнее задание. Гахура – брать, взять. Хачара – болтать. Если мы имеем в виду, хотим сказать, что зазвонил телефон, то мы говорим о телефон ахачат. Еще одна группа слов. Айчажера – беседовать. Аньяра – встреча, встретиться. Ангалра – договориться. Айчажера – беседовать. Аньяра – встреча, встретиться. Ангалра – договориться. Итак, звуки Ч – чарта, Ж – ж, Г – гапн.
Еще раз прочитаем. Айчажера беседовать, аньяра встреча, встретиться, ангалара договориться. Вюза друг, подруга, так немного. Вюза друг, подруга, так немного. Звук В мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Звук К мы запоминаем с помощью слова онж. Национальная абазинская одежда, мужская. Онж. Еще раз прочитаем. Вюза друг, подруга, так немного. Молодцы, очень хорошо поработали. Теперь мы с вами переходим к следующему разделу нашего сегодняшнего занятия, к чтению. Ахарыф коргабхаща. Правило чтения на абазинском звучит так. Ахарыф коргабхаща. Еще раз. Ахарыф коргабхаща. Звук Х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Г. Гапн. Звук Х. Ргабхаща. Звук Х мы запоминаем с помощью слова золото. Хяпщ. Итак, приступим. На сегодняшнем занятии мы с вами отрепетируем произношение звуков Ч, Ч, Ч. Чара – кушать, еда. Ча – сено, ччора – ясли. Ясли имеется в виду небольшое сооружение из прутьев для корма животных. Чара – кушать, еда. Ча – сено, ччора – ясли. То есть небольшое сооружение из прутьев для корма животных. Ну, маленьких животных, понятно. Чара, ча, ччора. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова постель. Чарта. Следующая группа слов. Матч, мало, немного. Чарта, постель. Чеда, лишний. Матч, мало, немного. Чарта, постель. Чеда, лишний. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова постель. Чарта. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова чат, блюдце. Матч, мало, немного. Чарта, постель. Чеда, лишний. Следующая группа слов. Чапщара, охранять. Челя, шелк. Чарх, колесо. Чапщара, охранять. Челя, шелк. Чарх, колесо. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова чат, блюдце. Ч, чат. Звук Л мы запоминаем с помощью слова лягян, таз можно запомнить, да? Но в принципе очень легко предположить, как пишется звук Л. Как Л мягкий знак. Двигаемся дальше. Чра, опухать, черпи, воздушный шар. Чра, опухать, черпи, воздушный шар. Звук П пишется как П-палочка. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова прп, клюква. Прп, клюква. Чра, опухать, черпи, воздушный шар. Итак, на этом мы с вами прошли все, что планировали освоить на сегодняшнем занятии. Отлично потрудились мы с вами сегодня. И прежде чем с вами попрощаться, хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах чзарасхат.